Ну, знаете, интернет такое, как бы отдельное пространство, где каждый может высказать свое мнение. И по большому счету люди, которые высказываются, там не имеют никакого ни медицинского образования, ни соответствующего, ни патента, там, например, как официальная служба. И по большому счету там люди такие диванные воины, которые пускают слух. Но мы помним, что мы прививались и в Советском Союзе, то есть прививки были. Помним даже, как в 1979 году весь мир привился от оспы, по-моему, да, и да, вылечился за один день весь мир. Поэтому, да, и сегодня мы видим, что есть попытки даже во всем мире не признать российскую вакцину. То есть, соответственно, мы знаем, что против этого идет определенная информационная война. То есть я считаю, что именно, то есть любой человек, который не верит, скажем так, в вакцины, может написать, что это неправда, и это подхватывает. Целый вот ЮАР, по-моему, до 300 миллионов доз пытается закупить. То есть мы видим, что и Эмираты сегодня проводят третий этап исследований, чтобы принять нашу вакцину. То есть это говорит о высоком уровне вакцины. Кем организован вот сегодняшний выезд и какие цели преследуете? Сегодняшний выезд организован группой правозащитников и общественных деятелей. Именно цель, среди которых, допустим, представитель Общественная палата, Совет при главе, уполномоченный по правам человека, ну и плюс телевизионщики, естественно, плюс Росздравнадзор и главный эпидемиолог Чеченской Республики. Цель, значит, во-первых, есть определенного рода слухи, которые вокруг вакцинации от коронавируса, которые иногда препятствуют людям, может быть, пройти эту самую вакцинацию. Наша задача посмотреть на месте, имеет ли место быть какое-то там рациональное зерно в этих слухах. Если нету, то развенчать эти мифы, слухи, негативные стереотипы с тем, чтобы люди действительно поверили в необходимость и полезность вакцинации. Как вы считаете, насколько вот вакцина Гамковид-2 отвечает тем требованиям, которые сейчас предъявляются? Ну, уже не первый день проводится вакцинация в Российской Федерации, в Чеченской Республике. Мы видим высокую эффективность, мы видим низкий уровень каких-то побочных явлений, буквально на уровне долей процента от числа вакцинируемых. Поэтому можем сказать, что она имеет высокую степень действительно полезности. Знаете, вот во время начала пандемии были слухи о том, что будут молниеносные побочки, что у человека могут начаться проблемы со здоровьем. Сейчас наблюдаются другие слухи о том, что всякие последствия негативные на организм могут проявиться в каком-то отдаленном будущем. Что вы скажете насчет этого? Каково ваше мнение? Но прежде всего нужно сравнить с тем, какие есть последствия от перенесенного заболевания коронавирусом. И там действительно есть даже в отдаленном будущем какие-то последствия, которые несравнимы в любом случае с теми последствиями, которые могут быть от прививки. То есть нужно на самом деле сравнивать, что лучше, переболеть и иметь проблемы со здоровьем, или же провести вакцинацию и этих проблем в дальнейшем не иметь. Я проходила вакцинацию 5 числа, и завтра, 26 у меня второй этап будет. Были ли у вас какие-либо побочки или какое-то негативное влияние на организм, которое вы даже вот сейчас можете ощущать и поделиться? Нет, у меня негатива не было, единственное, чуть слабость проявилась, и все. Как известно, вообще сама вакцинация началась с декабря месяца прошлого года. И люди на вакцинацию шли очень тяжело. А вот какова сейчас ситуация? Изменилась ли в лучшую сторону? Конечно, сейчас изменилась ситуация в связи с тем, что мы проводили по участкам, ходили, перепись сделали и провели еще санпросвет работу. У нас есть санпросвет работники, которые именно проводят лекции. И в связи с тем, что как они их ознакомили, люди стали ходить, уже хорошо ходят. Сколько человек в день у вас проходит вакцинацию? Так, у нас люди из-за того, что нужно там перерыв, поэтому мы стараемся, чтобы посмотреть всех, где-то один день 35 человек проходит, бывает 20 человек. Сейчас вот доверие к вакцине у людей появилось, и вообще как они идут на вакцинацию? Их же никто не заставляет, они сами же приходят.
Да, сейчас доверие, наоборот, больше появилось, и даже желающих в возрасте 60 плюс стало больше ходить, потому что после телевизионных реклам наших, после того, как видят, что вакцинируются люди, что побочных действий нет, стали ходить, наоборот, чаще. Люди уже доверяют вакцине. А вы сами, что бы вы могли сказать жителям региона насчет вакцинации? Я бы сказала, чтобы они, конечно, вакцинировались. Первым долгом они защищают свою семью. Во-вторых, они люди все где-то работают и защищают как бы коллектив. И, конечно же, себя первым долгом защищают. Республике будет очень интересно, мои дальнейшие месяцы, где я и чем я занимаюсь, и мое состояние. Вам не страшно? С чего должно быть страшно? Там еще одна должна. А еще сделаем. Ай! Пойдет, отлично. Нормально. Бак бят ушло. Сейчас у меня проверяют наличие антител, а дальше будет вакцинация. Сколько это времени займет? Насколько я знаю, я коронавирусом не болел. А может, перенес без симптомов, не знаю. Все. Все. Как ваши ощущения? Очень хорошие. Нормально себя чувствую. И все эти разговоры, что там вакцинация приводит к каким-то проблемам, это просто сплетни и разговоры. Что вас побудило сегодня? Не только поработать, Ну, пришли? у меня выпал момент, чтобы сделать вакцинацию. Я все-таки из-за своей загруженности не успевал это сделать. Но сегодня выпал момент, и я сделал вакцинацию. Я считаю, что мы все должны сделать вакцинацию, потому что в ближайшее время мы должны преодолеть эту болезнь, побороть ее, этот коронавирус. Поэтому мы все должны выработать такой иммунитет, можно сказать, такой общий. Поэтому нам надо обязательно всем сделать вакцинацию. Как вы считаете, почему люди все-таки опасаются ее? Ну, мы знаем, что сейчас очень ярко выложены сплетни по социальных сетях, в группе WhatsApp разбрасывают разную информацию. Те люди, которые не имеют элементарного медицинского образования. Поэтому люди слушают сплетни и, наверное, верят этим сплетням. И я на личном примере решил показать, что это просто слухи. И я с первых дней, как была вакцинация разработана, считал, что нужно сделать всем нам вакцинацию. Вообще эта болезнь, коронавирус, это как русская рулетка. Поэтому мы должны понимать, что мы не должны играть со смертью. Поэтому мы отвечаем не только за себя, но и за наших близких, родных и за старшее поколение. Поэтому мы должны обязательно привиться и защитить себя от этой болезни. Ходят слухи о том, что для чиновников у нас есть отдельная вакцина, а для простых другая. Соответствует ли эти слухи действительности? Что вы можете по этому сказать? Ну, эти слухи не соответствуют действительности. Наша поликлиника, вторая поликлиника города Грозного, одна из первых начала вакцинацию населения. И надо отметить, мы не выбирали ни чиновников, ни обычное население. К нам обращаются все, и мы прививаем всех желающих. Естественно, записаться через госуслуги это было бы намного разумнее и удобнее, да. И особый акцент, Юнадий Хусейнович, хотелось бы все-таки сделать на том, чтобы все-таки взрослое население, которое в зоне риска, да, старшее население, старше 60 лет, 60 плюс, чтобы именно они прививались бы, потому что они в зоне риска, и у них очень много сопутствующих заболеваний. Хотелось бы на этом акцент сделать, это очень важный момент на сегодня. Скажите, пожалуйста, а как в вашей больнице обстоят дела с вакцинацией пожилых людей? Как они реагируют? В начале декабря я помню, что очень много людей скептически к этому относились. И какова сейчас ситуация? К сожалению, это все имеет место быть, но мы с населением работаем. На сегодняшний день нами занесено около 60 человек старше 60 лет. Это конкретно в нашем учреждении. Не могу сказать статистику по республике, но в нашей поликлинике где-то около 60 человек занесено уже старше 60 лет. И я надеюсь, что это только начало, и что все возьмут с них пример, и мы сможем привить все население.